В год столетия спортивного общества «Динамо» татарстанские спортсмены показывают отличные результаты. 32 медали, в том числе 11 золотых, завоевали представители стендовой стрельбы. 17 медалей, в том числе 9 золотых, завоевали представители пулевой стрельбы по итогам почти завершившегося сезона. Стрелки Республики Татарстан поднимались на пьедестал почета как на российской, так и международной арене. На этой неделе чемпионов чествовали в Казанском Кремле. Анна Беляева пришла в стендовую стрельбу в 14 лет. Порекомендовал папа, охотник и рыболов. Сейчас ей 21. Она мастер спорта и неоднократный победитель российских и международных соревнований. Это один из немногих видов спорта, где необходимо подключать не только свои силовые качества, но и включать голову, потому что мишени летят непредсказуемо. Юношеское увлечение стало профессией. Теперь сама может обучать стрельбе новичков. Я вот в этом году защитила диплом бакалавриата по направлению спортивный менеджмент. И в будущем планирую, точнее, я уже поступила в магистратуру, но еще хотела бы попробовать себя в качестве тренера, тренерскую деятельность. Вот сейчас буду с сентября набирать детишек. Дай! Артем, вот чтобы победить, что нужно? Что главное для этого? Нужно много работать, тренироваться, постоянно работать и быть готовыми к стартам. Правда, сейчас международные старты у нас закрыты, но мы надеемся, что скоро международная арена будет открыта, и мы будем выступать и выигрывать. Артем Глотов в этом году завоевал серебро чемпионата России. Сборная страны выступает 4 года. В стендовой стрельбе ценит красоту. Красота, виды спорта, виды, работа в целом. У нас прекрасные специалисты, тренерский состав. Мастер спорта России по стендовой стрельбе, серебряный призер чемпионата России, серебряный призер первенства Европы, Глотов Артем Петрович. Напутствие и поздравления от руководителя администрации Раисы Республики звучали чемпионом не самого простого вида спорта. Наши представители стендовой стрельбы завоевали 32 медали, в том числе 11 золотых. Это, конечно, показатель отличной работы всех, тренеров, коллектива. Отдельные слова благодарности, конечно же, тем, кто этот спорт поддерживает. Прежде всего, Раису, президенту нашей республики Рустаму Григорьевичу Минниханову, который всегда по любому нашему обращению и патроны, и возможности, и условия. У каждого на груди множество медалей, и это только сезон 2023 года. Чувствовать себя победителями уже привыкли, а награждение каждый раз момент волнительный. Благодарность руководителя администрации Раисы Республики Татарстан объявлена мастером спорта России международного класса по стендовой стрельбе Батыршиной Зиле Радиковне. Это вообще была случайная история. У меня начала подруга заниматься этим видом спорта, и она говорит: Зиль, поехали, мне одной скучно, там только мальчики. Поехали со мной. Я говорю, ну ладно, что с тобой, поехали. И все, и закрутилась, завертелась, и любовь теперь к этому виду спорта навсегда в моем сердечке. Каждый старт, он очень важен. И плюс, я еще раз сказал, финансирование, несмотря ни на что, все-таки было. И учебно-тренировочный процесс, он как бы не заглох. Результат моей работы просто приятно. Захотел, поставил задачу, пришел к ней. И это интересно. Победу я посвятил маме. Мама у меня тренер. Благодарен родителям. И здесь своей династии. Сергей Демин, сын легендарного стрелка Светланы Деминой, многократный чемпионки мира, Европы, Советского Союза, России, серебряного призера Олимпиады 2000 года в Сиднее. Сергей 12 лет занимался хоккеем, но родители все же перетянули его, можно сказать, в семейный спорт. Мне пока еще далековато, конечно, до мамули, но есть к чему стремиться. Да, она мой ориентир. У меня большие надежды у нас с папой на него. Мы надеемся, все-таки нас когда-нибудь к Олимпиаде допустят. То есть потенциал у нас большой. И даже не только у него, вообще в Татарстане у ребят очень большой потенциал. Он достаточно поздно пришел в стендовую стрельбу, в 16 лет, но очень быстро догнал своих сверстников.
вошел в сборную команду России. Его успех этого года очень хороший. Конечно, он пользуется всеми нашими секретами, и мы не будем скрывать. Знать эти секреты и применять их на деле, это тоже дорого стоит, у него получается. На следующий день после награждения в Кремле спортсмены уже снова на тренировках. Еще осталась пара соревнований, но главная цель – победы в следующих сезонах. И каждый год у нас на большом уровне проходит чемпионат России. Это у нас как личный праздник всегда. Анна Железина в этом спорте оказалась, говорит, случайно. Мальчишки на улице позвали. Пришла из любопытства и осталась. Мне тренер сказал, попробуй тоже. И так получилось, что я попала больше, чем мальчики. И так он меня оставил у себя. Привлекает больше, наверное, адреналин при выстреле, разбитая мишень и команда, в которой я стреляла, супер помогала. И тренера, конечно, поддержка тренеров. Серебряный призер чемпионата России, победитель и бронзовый призер первых игр стран СНГ Железина Анна Сергеевна. И дальше будут награды, дальше будут медали, и дальше будут почет. Пока еще вы молодые, пока у вас есть желание, давайте прославляйте свой род, свою фамилию. От лица всех, ребята, от нас всех хотим поблагодарить вас, Алгат Ахмедович, за помощь. Благодарю. Конечно, за руководство республики и небольшие сувениры. Спасибо большое. И мне награду досталось. Мы можем только благодарить, что у нас такой председатель попечительского совета. Мы его особо не тревожим, не каждый день не ходим с просьбами. Вот. Но если уж просим, то нам помогает. Мишень у нас будет лететь сейчас с верхней будки. Вот она вылетает. Вид спорта, в котором, впрочем, как и в любом, чем раньше начнешь, тем быстрее дойдешь до медалей. Но возраст здесь не помеха. Блестит аж ствол. Фу-фу-фу. Вчера чистила как раз. Почти. Кстати, близко очень было. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней.